«Тепло рук» – проект, над реализацией которого несколько месяцев трудились талантливые друзья фонда Ашана. Идея организации проекта пришла автору коллекционных кукол Асиде Ахуба. Специально для благотворительного аукциона мастер предложила создать коллекцию кукол-птички. Для мероприятия Асидой было сделано 5 работ. 5 будуарных кукол из полимерной глины ростом 35 сантиметров. Куклы расписаны акрилом и пастелью. В тельце каждой куколки хранится ракушка с Черноморского побережья. Сама Асида не впервые участвует в благотворительной акции. Так ее кукла была подарена девочке с онкозаболеванием одной из подопечных благотворительного фонда актера Константина Хабенского. Видеть счастливые глаза детей и приносить им радость – самая настоящая терапия счастья, говорит Асида. Когда ты видишь вот эти восторженные глаза деток, да, которые вот на самом деле радуются, они, несмотря на свою тяжелую болезнь, они становятся с искренними улыбками, с лучезарными глазами. И это на самом деле вот для меня это невероятные эмоции. Я не могла равнодушно на это смотреть, и мне хотелось дарить эту радость и счастье просто бесконечно. После того, как куклы были готовы, известным дизайнерам в Абхазии и России предложили создать для них образы. На это предложение сразу же откликнулись Расида Лакоба, Ульяна Сергеенко, Евгения Линович, Бела Лихова. Одну из самых красивых кукол в бирюзовом платье от Расиды Лакоба из коллекции «Птички» сразу же купили. Кукла со стартовой ценой в 10 тысяч рублей была продана за 20 тысяч рублей. А самая большая сумма была отдана за куклу в черно-белом платье из атласа, автором образа которой также является Расида Лакоба. Кукла была продана с аукциона за 35 тысяч рублей. Помимо авторских кукол, в поддержку подопечной фонда Мирославы Колбая на аукционе были выставлены и дизайнерские платья для женщин. Аукцион благотворительный. Все вырученные средства будут направлены на лечение нашей подопечной Мирославы Колбая, которой мы не раз помогали. Помимо авторских кукол на аукцион будет выставлен также 5 дизайнерских платьев, таких дизайнеров известных, именитых, как Расида Лакоба, Ульяна Сергеенко, Мария Сергеевна. Хочу выразить свою благодарность за то, что они поддержали такой красивый проект, а самое главное – благородный. Также хочу выразить благодарность всем партнерам, это Абхазскому драматическому театру, который позволил нам провести наши мероприятия в красивых стенах драматического театра, всех партнеров, которые нас поддержали, компанию «Премиум», это агентство дизайна «Авантаж» и всех партнеров, которые представлены сегодня на баннере, дизайнеров, а самое главное – автора, зачинщика сегодняшнего мероприятия, чье тепло рук и тепло сердца позволили нам сегодня организовать благотворительный вечер Асиду Ахуба. Всего на аукционе было представлено 5 дизайнерских платьев, 4 из которых купили. Девушки, вы видите нежно-голубое платье Мари из вискозы и эластана, размер платья S. В ходе проведения аукциона для гостей была организована и концертная программа. В ней приняли участие друзья фонда, известные в Абхазии музыканты. Еще один друг фонда Алхаз Джугелия представил на аукционе картину художника Беслана Лассурия под названием «Дом на улице Конфедератов». Картина была продана за 35 тысяч рублей. Также вниманию гостей было предложено авторское колье из натуральных камней эсмеральда. За него фонд получил 23 тысячи рублей. Сегодня на благотворительном аукционе я приобрела колье. Я впервые принимаю участие в такого рода мероприятии. Очень рада на самом деле такому событию в нашей стране. Хотелось бы сказать, чтобы это было добрым началом и чтобы такие благотворительные аукционы в нашей стране проводились все чаще и чаще. Всего на аукционе было представлено 12 лотов, из них продано 11. Общая сумма вырученных средств составила 260 тысяч рублей. Все вырученные средства будут направлены на лечение подопечной фонда Мирославы Колбая. Проект «Тепло рук» объединил много талантливых, неравнодушных людей с добрым сердцем и умелыми руками.
Илса Вардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.